И снова доброе утро, наши телезрители. Перешли к части программы, где будем беседовать с гостями. Но вначале хотелось бы рассказать и, может быть, кому-то напомнить, кто владеет уже информацией, что с 21 по 23 августа этого года в Москве прошел 4-й Международный детский культурный форум. Это одно из самых значимых событий в сфере культурного обмена и развития творческих инициатив молодого поколения. Форум стал настолько крупной образовательной и творческой площадкой для юных дарований из России и зарубежных стран. Участниками стали почти 2000 юных артистов, музыкантов и танцоров России и зарубежных стран. Это мероприятие оно объединяет на одной сцене национальные традиции и создает новые культурные связи. Гагаузию на форуме представил оркестр народных инструментов «Далджаз» под руководством Ивана Метеогла. Коллектив выступил на большой сцене с гагаузской музыкальной программой. Мы вначале с вами окунемся в эту атмосферу, послушаем музыкальный номер, который ребята представили непосредственно во главе с коллективом, с руководителем коллектива на сцене, на форуме, после чего обязательно состоится интересный диалог. Оркестр народных инструментов «Далчас» – один из ведущих музыкальных коллективов Гагаузии, сочетающий традиционное звучание с высоким уровнем исполнительского мастерства. В репертуаре коллектива народная музыка, классические и современные произведения. Оркестр активно участвует в конкурсах, фестивалях и концертах, представляя гагаузскую культуру на национальном и международных уровнях. За последние годы коллектив завоевал очень много наград. Гордость Гагаузии «Далчас» продолжает развиваться. Художественный руководитель оркестра Иван Метеогло, гагаузская суита. Оркестр народных инструментов «Далчас». Встречаем!
Оркестр народных инструментов «Del Час». Громче, 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 ребята, вы обещали. Ну вот они, герои, которые культуру Гагаузии представили на российской сцене. Ну и вместе с нами этим добрым утром руководитель оркестра «Del Jazz» Иван Метёгла. Доброе утро, Иван. Доброе утро. Вместе с нами участники оркестра – это Иван Гайдажи и Дмитрий Кристев. Доброе утро, ребята. Доброе утро. Добро пожаловать в нашу студию. Выступление, конечно, мы посмотрели, и в соцсетях везде делятся данным выступлением. Люди гордятся тем, что наша молодежь прославляет культуру Гагаузии на международной сцене. Иван, первый вопрос вам адресуем. Как оркестр готовился к выступлению и на столь масштабном форуме? Ну, мы готовились, можно сказать, все лето. Все лето, но так как лето, каникулы у детей, хотелось бы дать, мы дали возможность ей отдохнуть чуть детям. Но и одновременно нужно было и заниматься много, потому что форум был очень серьезный. Нужно было готовиться нам тщательно, потому что у нас, как у музыкантов, от количества получается качество, вот так скажем. Ну вот попытались совместить и отдохнуть, и поработать, но все лето занимались. Ну и, ребята, какие впечатления, Ваня, Дима, от участия на сцене такой публики? Это было очень масштабно для уровня Гагаузии, поехать в Москву и представлять перед стольким количеством учащихся, стольким количеством стран, народов Гагаузию, ее культуру, традиции, звучание. Что исполнили? Мы исполнили на этом форуме гагаузскую сииту. Она была создана из кадынжи и 7/16. Волнение было? Да, волнение присутствовало на сцене. От чего? Перед столькими людьми это было очень, масштабно, и, волнение присутствовало. Ответственно, да? Ответственно было. Перед такой публикой приходилось ранее ли выступать, ребят? Перед Перед столькими огромной- людьми. Нет, Да, первый раз. это первый раз был. Из каких народов еще были участники? Было очень много народов. И они из разных стран мира и где-то 75 регионов России. И иностранных. 15 иностранных было стран. Иван, программу выбирали на столь масштабное мероприятие. Почему именно сюиту выбрали? Ну, гагаузскую сюиту нам просто дали немножко ограниченное время, скажем, по-моему, до 4 минут. И мы попытались в эти 4 минуты вставить нашу гагаузскую кадынжу и 7/16, как мы это привыкли называть. Карши по-другому. И выбрали на гагаузское произведение, чтобы показать нашу культуру, как смогли. Ну и одновременно сложность произведения, чтобы был какой-то и уровень еще у нас. Как смогли, сделали. Это было живое выступление, 7 ребят было на сцене. Да. На каких инструментах играли? Мы попытались взять все наши национальные инструменты, как гайда, аккордеон, скрипка, кларнет, труба. Все назвал, да? Най. Най еще был, да. И Най. Иван на аккордеоне, а Дмитрий на гайде. Дмитрий на гайде сыграли. По классу этих инструментов вы окончили обучение в музыкальной школе, да? Что этот инструмент значит для вас? Аккордеон для меня значит звук, звучание, красоту. Сколько Всё лет знаю. уже играете вы? На аккордеоне я обучаюсь 8-й год. И сегодня вы уже Продолжаю обучение продолжаете обучение в Кишиневе? в Кишиневе. Ранее становились героем программ, тоже наших, ГРТ. Да. И, конечно, мы всегда горды нашими детьми, нашими юными талантами, которые на международной сцене, выступая, демонстрируют нашу культуру Да, гагаузского мы с Ваней народа. приходили сюда уже, выступали, да.
знаком? Ваня у нас гордость. Мы на него надеемся. Молодец, работает. Вот. Дмитрий. И Дмитрий тоже продолжает. Дмитрий, да, нагайда – это очень редкий инструмент у нас, и тем не менее есть преподаватели, есть уже молодые воспитанники. Вы почему этот инструмент выбрали? Чем близок? Я выбрал этот инструмент из-за его редкости, из-за звучания. И просто выбрал его, потому что нигде раньше не видел. Я первый раз увидел его у своего учителя в руках. Он играет в оркестре Дюзова. И услышал его там, увидел. Я как раз заканчивал на то время 5 лет аккордеон. Тоже выпустился по аккордеону. И хотел попробовать что-то новое, интересное. И вот так получилось, что выбрал гайду. Получается исполнять на гайде? Получается. Я сейчас последний выпускной год тоже буду заканчивать. И получается, играем произведения хорошего уровня. И выступаем на сценах. А вот мне интересно, такой инструмент, он в России, его вообще, наверное, нет. Нет. Интересовался кто-то, видя у вас в руках? Просили издавать какие-то музыкальные мелодии на гайде? Было такое? Интересовались ребята, уже не помню из каких стран, но из южных, из Туркменистана, из Армении. Потому что это звучание им близко, тоже такое народное. И интересовались, и просили сыграть. Что рассказывали о гайде? О гайде ничего не рассказывали, они первый раз видели, просто впечатлены были. Участие в 4-м международном детском культурном форуме, что значило непосредственно для вас, как для руководителя вашего оркестра, Иван? Ну, во-первых, большая честь была, приглашение. Вот, спасибо организаторам нашим, Марине Семеновне, Дмитрию Валерьевичу. Большое спасибо всем, что нам такую возможность предоставили. Вот. Ну, мы показали там свою культуру, свою музыку. Вот. Сцена всегда волнительна. Особенно если столько народностей имеют возможность посмотреть, послушать, увидеть. Да? Кто образы собрал? Образы ребят в национальных костюмах. Все на вас было? Ответственность на вас была? Ну да, сказали, что была наша музыка, наша одежда, наши костюмы. Народные. Народные. Исполнение народное. Были, да, образы тоже должны быть. Все быть. соответствовало нашей культуре. Все правильно. Ребят, но самым волнительным что было в выступлении? Были какие-то моменты кульминационные? Зрители отвлекали? Нет. Либо все-таки были сосредоточены на исполнении? Что было вот приоритетным, выйдя на сцену? Больше сосредоточены люди были, так как они первый раз слышат такие вообще некоторые инструменты и такой ритм музыки. И да. Некоторые артисты, выступая перед большой публикой, они отмечают, что стараются не смотреть на публику, чтобы не ловить те взгляды, те моменты, те эмоции, чтобы не отвлечься от своей главной задачи. У вас такое было? Вдаль глядели, глаза выискивали? Как публика реагировала? Она смотрела молча, абсолютно. Во время игры никто не хлопал, все слушали, все первый раз, наверное, слышали подобную музыку. Но лично я взгляды не искал, я просто нашел для себя точку, куда смотреть, куда-то вдаль, и смотрю туда, играю, чтобы не поймать чей-то взгляд и не допустить ошибку. Угу. Так легче. У каждого артиста свой секрет. Наверное, так правильно, да? Вам так удобнее, Иван? Да, каждый по-своему себя настраивает на сцене. Так, чтобы не волноваться, не срываться, чтобы не было срывов. Сосредоточенность. Да. Какой отклик нашли у организаторов? Может быть, даже сейчас в соцсетях видео размещено, все равно комментарии пишут. Что? Что говорят, да, что пишут? Нам там были очень рады. И послушать нашу музыку им было очень интересно. Вот. И они были очень благодарны, что мы приехали к ним. Что вот не отказали и приехали. И
Ну, Оркестр, они нас ждут еще. Сказали, на следующий год мы вас опять ждем. Было приятно это услышать. оркестр впервые принимал участие на таком уровне? Да, это самый для нас высокий уровень был выступления. На На что? таком масштабном форуме. Не останавливайтесь, есть стимул двигаться дальше, расти. Да, только вперед. Ребят, вот Дима, Иван, с какими участниками успели познакомиться? Из каких стран? С кем общались? Успели познакомиться ребят из Туркменистана. Так, языки похожи и чуть-чуть Нашли там общий язык. нашли общий язык. И ехали с ними в одном автобусе на экскурсиях и тоже общались, разговаривали. И большая часть ребят из России, потому что иностранные все делегации, которые там были, они все разговаривают или на английском, или на своем родном языке, и с ними было трудно общаться. А вот с ребятами из России, вот то, что язык знаем, легче было, и больше ребят из России, с кем познакомились. Но хочу отметить, что вот во время выступления все страны были на очень высоком уровне исполнения. Что вокально, что инструментально, что танцевально. Видно было, что они собрали самых лучших из своей страны, потому что все были сильные, вот прямо сильные были. Но мы тоже собрали своих сильных. Вот так, не просто вот, чтобы они выбрали, ну, кого-нибудь позвали, а именно самых лучших из детского уровня. Ребята, ну и последний вопрос. Что узнали нового о культуре других народностей? У вас же была возможность тоже посмотреть выступление. Да, мы слышали новые мелодии, новые ритмы, искали для себя что-то новое, но мы помимо вот обучения вот музыкалки, мы сидим в соцсетях, наблюдаем за всем, и очень мало чего нового мы там услышали, и все было уже на слуху. Но очень завораживала музыка Армении, Дагестана, она бодрая, похожа на нашу. И вот это больше всего впечатлило, и музыка этих стран, и ритмы. Звучали только музыкальные номера, правильно? Нет. Или? Также и танцевальные. Танцевальные, вокальные. И Театралы была- тоже выступали. Сольные были номера из России тоже. В ряду публики были? Да. Каково со сцены смотреть на публику и, будучи публикой, смотреть на сцену? Будучи публикой легче намного, чем смотреть свысока и одновременно играть и представлять свою культуру, свой народ. И И чувствуешь волнение, И ответственность. ответственность. Да, конечно. За всю Гагаузию. Да, да. Я вас поздравляю с выступлением, с участием на таком высоком уровне. Ну и, конечно, желаю, коль уже приглашение есть, чтобы, не останавливаясь на достигнутом, были еще возможности выходить на международные сцены. Ну и, Иван, конечно, нельзя не сказать о Народном оркестре «Дал Джаз». С 2017 года функционируете. 18-го, спасибо. На протяжении этого времени какие мелодии у вас в репертуаре есть? И, ну, если в целом рассказать о коллективе, чем сегодня живет? Ну так, если вкратце, потому что можно говорить много об этом оркестре. Но если в двух словах, то мы исполняем произведения, ну, в первую очередь, нашего народа гагаузского. Но также играем и молдавские, и болгарские. Ну, пытаемся показать, что мы, гагаузы, ну, можем все. По крайней мере, стараемся, идем к этому. Вот. Ну, в оркестре у нас состав большой, у нас в музыкальной школе, более 20 человек. Вот. Каждым годом он меняется, потому что дети, выпускники уходят, приходят малыши, и все заново нужно учить, все заново, ну, прыгаем на первую ступеньку и опять поднимаемся. И вот так каждый год. Ну, мы уже привыкли, ну, стараемся держать планку. Стараемся. Просто у нас в России была ограниченная возможность детей, и мы выбрали вот 7 ребят. А вообще у нас оркестр большой.
Не у всех возможность была поехать, Да, так да, что, да. ребята, это на самом деле хороший шанс увидеть и другую культуру, и представить культуру своего народа. Ну, я думаю, что те ребята, которые не успели побывать, у них тоже все впереди, Ну да, на все следующий обязательно год. получится. Пример есть с кого брать. Выпускники, лучшие ученики, они всегда являются примером для подрастающих, для тех, кто стремится за ними быть такими же, как они. Ну и, конечно, своего руководителя. Спасибо за участие в нашей программе. Я вас благодарю. Ну, гостей провожая, хотелось бы напомнить, что вместе с нами этим добрым утром были руководитель оркестра «Дал джаз» Иван Метеогло, а также участники оркестра, это Иван Гайдажи и Дмитрий Кристев. Программа продолжается.